отняв у них родину, именуя врагами народа, выселяли и уничтожали ни за что. Из-за донуманных и нелепых обвинений, сталинских подхалимов и прихвостней. Зима 1944 года. Одна из самых позорных дат в летописи истории. В 1944 году в Ингушетию были направлены десятки эшелонов. Местные жители, которые так натерпелись за несколько лет Великой Отечественной войны, даже не подозревали, что главный удар будет нанесен не извне. Учащиеся погружают строками стихотворений и песен зрителя в тот холодный февраль. Машила яр избиса, цибисен ехтербат, ахтон ганах сатуса, хата ахдацер ахт, машила яр избиса, няныга макахадыр иззи, няныга кайкер бирыш, хидатхон, ятхон мягк. Дом культуры селения Яндыри ежегодно проводит мероприятие, приуроченное к годовщине депортации ингушей. Главная мысль организаторов – приобщить молодежь к истории родного края. Мы все знаем, что по всей республике проходят мероприятия, посвященные депортации нашего народа. И это очень правильно, потому что нам нельзя давать забывать нашу историю нашим детям. Они сегодня об этом говорят, как мы уже увидели, да, школьники, подрастающее поколение. Это наш долг проводить такие мероприятия, потому что каждый ребенок имеет в семье практически, да, людей, может быть, уже их немного осталось, но тех, которые пережили депортацию. И я думаю, что, как говорится, из уст в уста эта история передавалась, и каждый, кто сегодня присутствует в этом зале, из детей и вообще, в принципе, школьники, они знают эту историю, и думаю, что не без такого внутреннего отношения к этому, неформально они все это делают. Депортации подверглись более 60 народов. От холода и голода погибло около 230 тысяч человек. Вернуться на родину смогли лишь треть от нации. Горе коснулось всех семей. Каждый из этих школьников не раз слышал о страшных рассказах дедушек и бабушек. Также дома я знаю об депортации еще задолго до мероприятий со слов своего дедушки, который также 13 лет провел в Казахстане. С его слов, это самый горький период истории ингушей, который нам нельзя забывать. Именно из-за этого оно и проводится каждый год, чтобы мы не забывали. Далее также мы читаем различные рассказы, книги, которые посвящены депортации. Та же книга «Золотые столбы», которая посвящена, в целом она посвящена депортации ингушей. Ее несколько раз я перечитывала. Каждый год посещаем мемориал памяти, вспоминаем об этом. Нам часто рассказывают об этом родственники, близкие, дедушка особенно. Мы, как подрастающее поколение, не должны забывать про это страшное событие. Стойкость, мужество и непоколебимая вера помогли народу выжить в суровых условиях степей Казахстана, Киргизии и Сибири. Наша главная задача – чтить память наших предков, сохранять мир и порядок в общем доме. Идрис Ижиев, Асхаб Белакиев, Новости 24.